Ни для кого не секрет, что состояние проезжей части города нынешней весной оставляло желать лучшего. Воздействие неблагоприятных погодных условий зимой привели к преждевременному износу асфальтобетонного полотна, способствовали образованию ям и ухабин на дорогах. К настоящему моменту большинство аварийных участков уже приведено в надлежащее состояние посредством локального ямочного ремонта. Подрядчиком выступает организация из города Кумертау и Сибайский Дорпромсервис. Какие улицы закончили в настоящее время? Это в первую очередь Клары Сеткина, улица Коммунистическая, улица Учалинская, проспект Горняков, Индустриальное шоссе, Булякова, Чайковского, также Дмитрова и улица Нуриманова. Также частично отработали по улицам Восточное шоссе, Кутузова. На сегодняшний день они производят, вот эта сибайская организация по контракту, по улице Баймакская и по улице Макрушина. Также планируем в этом месяце объявить еще 3 аукциона и в июне месяце еще 3 аукциона. Каждый аукцион объявляется на 500 тысяч и 563 квадратных метра по ямочному ремонту должны уложить. Вопрос относительно капитального ремонта дорог, предполагающего полную замену асфальтобетонного полотна, решается в штатном режиме. Согласно установленному плану, в этом году будет заменено 23 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Работы по реконструкции аварийных участков уже ведутся. К настоящему моменту в эксплуатацию сдана ветка индустриального шоссе, прилегающая к территории Сибайской обогатительной фабрики. Качество проведенной работы смогли оценить участники дорожного движения. Отличное полотно, хорошее состояние. Конечно, лучше. А до этого как было? Ужас. Сейчас классно вообще стало. Таким предстал участок дороги Восточного шоссе в нашем сюжете от 27 апреля текущего года. Тогда большинство водителей предпочитали держаться обочины или спускаться к грунтовой объездной тропе. Сегодня здесь также созданы все условия для комфортной езды автомобилистов. По этой трассе каждый день ездю. Оценить состояние полотна, как было, сейчас как как бы, да, ну как было, вообще было ужасно, как будто ее обстреляли. Но сейчас дорога вообще замечательная, отличная. Спасибо Дорстрою. 19 мая приступили к работе и озеленители у ЖКХ. Городские клумбы планируется полностью засадить цветами уже к середине июня. Планируем посадить в этом году 50 тысяч цветов, более 12 видов разновидностей цветов. На сегодняшний день посажено 9 тысяч цветов. Цветы сажаются в настоящее время по сквере, по проспекту Горняков. Также планируется посадка цветов на центральной площади, по улице Ленина, по улице Чайковского, так называемых Альпийских горах. Также возле памятников, памятника имени Матросова, имени Ленина и имени Салавата Юлаева. Приживутся или нет молодые саженцы во многом зависит от капризов природы. Однако помимо погодных условий на их рост и их сохранность влияет и человеческий фактор. Из года в год работа озеленителей сводится на нет усилиями нерадивых горожан, которые не считают зазорным выкапывать цветы с целью их последующей продажи или украшения собственных клумб. Часть рукотворной красоты безжалостно вытаптывается хулиганами. И все же хочется надеяться, что городские клумбы вновь будут радовать нас разноцветием красок. Правда, для этого самим горожанам нужно научиться беречь то, что создано для общего блага. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.